Большой путь начинается всегда с маленького. У нас начало было очень скромное, и сейчас вот космическая наша программа, она начинает обретать красивые такие ориентиры и даже очертания, которые позволят большинству наших участников программ, проектов участвовать в реальных космических инженерных таких больших событиях, которые произойдут и происходят сейчас. Это означает, что инженерные проекты, они имеют реальное воплощение в виде маленьких космических аппаратов, которые мы планируем выпустить, который будет иметь начинку, сделанную нашими ребятами, академиками, членами нашей академии. Ну и, соответственно, это все будет буквально работать с нашими, значит, классами космическими, и также группами, которые интересуются со всей республики и всего мира. К нам, значит, гости приехали из Московского государственного университета, из научно-исследовательского университета, института ядерной физики. Там есть очень хорошая и сильная группа космической физики. И вот заинтересованы в сотрудничестве с нами. Это говорит о том, что мы прошли очень большой и серьезный этап развития. И в дальнейшем у нас большие планы. Ну, цель нашего визита – это установить сотрудничество с Малой академией наук по реализации. Есть такой проект Московского университета «Научно-образовательный монитор». Идея заключается в вовлечении талантливой молодежи, в первую очередь школьников, ну и студентов младших курсов, в космические исследования. В рамках этого проекта предполагается запускать на околоземную орбиту малые космические аппараты, так называемые кубсаты. Это спутники как бы в формате кубиков. Вот один минимальный размер – это 10 на 10 сантиметров. И вот из таких кубиков составляют, как из конструктора, космические аппараты. И это, в принципе, могут делать не обязательно профессионалы, а и, так сказать, школьники, студенты, то есть вот достаточно молодые люди. Но, естественно, под руководством преподавателей. Вот. Но мало запустить космический аппарат, надо с него получить информацию. Вот. Для этого нужны приемные пункты. И есть такой проект, называется поддерживаемый фондом Бортника, PXP, который заключается в вовлечении школьников по всей России в эту деятельность. То есть идея заключается в том, чтобы в школах ставить приемные антенны, вот, на которые можно, так сказать, сбрасывать информацию с этих малых аппаратов, а школьники непосредственно участвуют в приеме этих данных, ну и потом под руководством преподавателей, значит, эти данные анализируют. Ну вот, собственно, мы бы хотели бы, чтобы якутские ребята тоже в эту деятельность включились. Вот, значит, мы, значит, устанавливаем контакты с тем, чтобы поставить, может быть, в перспективе здесь тоже приемные пункты. Вот, и чтобы школьники, так сказать, активно участвовали в этой деятельности. Вот, собственно, основная наша задача. Вы знаете, вот Сергей Игоревич уже упомянул, Свертилов, что я руковожу проектом, который называется «Воздушная инженерная школа», или «Консат». Он начинался как «Консат» в России 11 лет назад. И вот буквально с первого же года, мы познакомились тогда 11 лет назад на каких-то космических молодежных чтениях в Москве с Юрием Николаевичем Романовым. И вот с самого первого года, это с 2011 года, группа ребят из Якутии обязательно участвовала в этом проекте нашем. И уже в 2012 году
мы устроили здесь, вот, на базе Ленского края, устроили космическую школу, где встретились много ребят из Якутии, и мы им рассказывали про космос, про наш проект и про космическую физику, про науку. Ну, в общем, вот так это наше знакомство и состоялось. Ну и сейчас, когда вот возник тот проект, о котором рассказывал Сергей Игоревич Свертилов, это запуска спутников, серии целой спутников для мониторинга так называемой космической погоды. Но нам стало очень интересно, во-первых, привлечь к этому делу ребят из Якутии, а с другой стороны, и очень полезным оказалось это знакомство, потому что нас интересует размещение вот этих приемных пунктов по всей стране для того, чтобы получать максимум информации. И тут все сошлось. То есть спутники и большая наука Института ядерной физики, из которого мы все трое, в котором мы все трое работаем, и то занятие, которым мы занимаемся, вот это воздушная инженерная школа, и вот ваши ребята, которые, я их знаю хорошо, они вот там с 7 или 8 класса участвовали в нашем проекте, а сейчас они вот студенты и как раз те, на кого этот проект будет опираться здесь. Так что вот как-то все так сошлось, что это не просто так визит вежливости и интереса, а это перспектива все-таки интересного сотрудничества. И завтра мы будем в вашем космическом институте это обсуждать, возможно, в университете тоже. Ну и тут вот просто будет, наверное, наше желание устроить здесь на базе Малой академии наук некую космическую, отдельно космическую школу для якутских ребят и научить их всему этому. Ну, может, вот будем обсуждать. Тут же у вас проходят регулярно сессии, да, такие там недельные, там по 20 дней. Вот мы хотим такую сессию устроить здесь для ребят из Якутии, чтобы как можно больше привлечь к исследованиям космоса, ну и к нашему проекту, который называется «Воздушная инженерная школа». Ну, удивил уровень подхода к обучению молодежи, уровень подхода к обучению школьников и уровень той инфраструктуры, которая создана в городе Якутск, конкретно в Малой академии наук. Это, конечно, меня поразило, потому что далеко не в каждом регионе, скажем так, создаются такие уникальные центры. Да? То есть я видел, ну, пожалуй, только в городе Сочи, в центре Сириус, да, ну и, наверное, Артек. То есть это вот такой центр, который создан в Чапаевске. Наверное, он может стать вот в один ряд с такими центрами и стать центром притяжения школьников и студентов, которые смогут работать в дальнейшем школе, и преподавателей всей Сибири, вот всего региона, и не только Саха-Якутии, а и ближайших регионов в целом. Вот. Очень-очень хорошо, что этот центр вступил поставил задачу именно заниматься космическими исследованиями. И очень хорошо, очень удивило, я даже об этом не знал, очень удивило то, что вот уже закуплено оборудование, очень хорошее оборудование по приему полезной информации, по приему сигналов в звуковом диапазоне и в их-диапазоне, что даст возможность приема данных не только со спутников, которые вот планирует Малая академия наук запустить в формате CubeSat, но и также даст возможность приема с других университетских спутников и школьных спутников, которые сейчас разрабатываются в Российской Федерации, а в перспективе, возможно, выйдем и на какую-то международную коллаборацию. И, скажем так, очень большие перспективы взаимодействия, сотрудничества, как я вижу, между Московским университетом и вот Малой академией наук именно в научно-методическом взаимодействии по работе со школьниками, научно-методическом взаимодействии по постановке научных программ космических экспериментов, по популяризации космической деятельности в Российской Федерации в целом и в данном регионе, в данном сибирском регионе в частности. А вот мы это узнали от Владимира Вячеславовича, который является энтузиастом этой деятельности. И, в частности, уже много лет ведет такой проект «Воздушная инженерная школа», в котором участвует много школьников Якутии.
Значит, это ребята своими руками создают такие, ну, прообразы, прототипы спутников, называется CanSat, но это английская аббревиатура. Can это банка, Sat Satellite, спутник. Спутник как бы в банке, то есть берется формат, ну, буквально вот размером сотовый телефон, такая типа действительно буквально банки, и, так сказать, туда ставится какая-то миниатюрная аппаратура, и потом подручными средствами, например, с помощью ракеты метеорологической или там воздушного аэростата, это запускается, как бы имитируя космический полет. Вот проводятся чемпионаты. Вот Владимир Вячеславович является руководителем этих чемпионатов, и вот много ребят из Якутии уже много лет в этом участвуют. Ну и вот, собственно, да, с самого начала. Ну вот, собственно, через это мы и, так сказать, оказались вовлечены тоже в эту деятельность. Ну, очень интересный, очень интересный регион. Было очень необычно, когда вылетаешь из Москвы, и в Москве уже распустившиеся зеленые деревья, а тут на подлете к самолету видишь замерзшие и снега. Было очень удивительно, для меня было очень интересно. Вот, очень интересная природа, очень красивая природа, интересная кухня и интересный быт. На самом деле, очень самобытность, очень понравилось. А 10 лет назад мы эти свои спутники маленькие пускали вон там, тогда у нас ракет не было, их ваши досафовцы сбрасывали с Сан-2 с самолетов вот здесь, а мы потом их ловили, там искали везде. Так что места знакомые, я очень рад снова сюда вернуться.